На базар пришла, иду снимать, там крепость спросили показать мне. Девочки, на базар пришла немного снять вам наш базар, хотела показать. То многие спрашивают, там, почем то, мне всегда спрашивают, и мне всегда интересно. Показать хотелось вам, как здесь. Хотела крепость давно показать, вы же просили все. Вот. И теперь иду снять видео специально, чтобы вам показать крепость. Уже черешня появилась у нас. Клубники-то и так полно было. Сегодня базар маленький. Фасоль вот. Отойди, Висхана, Гитаи. Ой, ваш. И базар, хамаин, ну уже. Хава, где что шо? Зарем, а что еще? Да, я что. Хамаду, хава, хамак шамогю. Не горду. А, что видно, ага. Хайер. А вот это крепость, многие спрашивают. А, что? Вот крепость, кто-то раньше спрашивал, была крепость. Вот она. Про нее кто знает, может, много историй есть. Но я, если честно сказать, то, что я знала, то и забыла. А тут у нас везде мясные павильоны. А здесь везде мясные павильоны все передают. Это у нас сзади, где базар. Здесь это, ну, мясо продают, такое все там. Иногда стройматериалы бывают. Ветаптека. Ну, такое все продают. Чуть пусти ее одну, я хотела снять ее. Илая, халхял. Софишка тоже с нами идет, на прогулку вышла. Да, Софишка? Наверное, дождь будет. Погода прям такая. Дождь. О, такой веник мне нужно купить, чтобы по дворе подметать. На обратном пути нужно будет купить. Я давно собиралась купить, все никак. Все никак не. Тут такие бабушки всегда продают все там. Веник вот такой мне нужен купить во дворе, чтобы подметать. Ну, здесь овес, зерно, кукуруза, кукурузная мука. Все, идем. Салоны уже, говорят, у нас открыли. Нужно будет мне. О, тут тоже аптека. Я не знала, что здесь аптеку открыли. Нужно будет сходить сюда, посмотреть цены. Здесь магазин какой-то, платье. Ну, тут у нас центр. Мы сейчас выйдем в центр. Нужно с карточки деньги снять. И пойти туда, вниз. Меня просили показать. Раньше у нас там лесная школа-интернат была. Надо на обратном пути гриль купить, курицу. У нас была там школа-интернат. Здесь тоже вот магазины. Там наверху, это крепость, наверху там у нас салоны. А на первом этаже магазины, такое все. Вот там тоже у нас магазин «Ислам». Ну, уже все потихоньку открывается. Уже все потихоньку открывается. Мы вот идем. Висхан, София вышли на прогулку. Кстати, бабушка наша домой приехала. С ней будет отдельный выпуск, друзья. Все, кто интересовался, кто спрашивал. Наконец-то наша бабуля приехала. Вчера же не открыли
второй этап. И, ну, бабушка-то веденская прописка. Это, может, у кого еще прописка не веденская. Может, с этим. А мы идем сейчас снимать. Это у нас Россельхозбанк. Здесь у нас этот... Что я хотела сказать? Может, меня плохо слышно, я просто среди людей иду, не хочется орать, знаете, скажут, может, люди. Я такие розы хочу дома посадить, вот эти плетущие, бывают же эти розы. Этот. Здесь у нас банк, Россельхозбанк. Ой, как пахнут эти розы вообще. Тоже хочу такие. Раньше у нас розовые были, желтые. Из цвета шхелер, розанж. Но после того, как дома фундамент делали, что-то там случилось с ними, не знаю что. Ну, не растут они, короче говоря, больше. Тут у нас тоже, вон дальше там клуб виднеется. Помните, мы с вами, когда в парке, я когда ходила, показывала вам клуб, он как бы был с другой стороны. Теперь он с этой стороны. Выйдем как раз мы лицом к нему. Там просто туда, куда я иду, там вход с этой стороны, чтобы можно было к речке спуститься и посмотреть. Прокуратура здесь. Тут веденская газета Керла Дахар. Новая жизнь в переводе. В общем, идем. Направляемся. Люди многие меня просили показать вот эту лесную. Раньше была лесная школа, интернат. После того там построили комендатуру, и там и я там работала поваром даже. Как раз когда война закончилась, работы не было. Было очень сложно с тем, чтобы на работу устроиться. Может, меня плохо будет сейчас слышно. Вот в этом дворе. Только вход был с другой стороны. Это я просто сейчас по заднему ходу иду. Вон там, вон, видите? Это клуб у нас такой большой. Там сзади клуба парк. Погода прям хорошая сегодня. Ветерок такой прям классно. Тополи, дерева, смотрите, какие высокие. Прям такой ветерок, так хорошо. Там вот квартиры двухэтажные. Сзади них парк, ну перед ними парк. А в этом дворе у нас тут сейчас, это раньше была здесь, ну, комендатура. Здесь у нас была огромная столовая. Прям в ней такие котлы были, потому что были и офицерские столовые, и для солдат были столовые. Большие были здания вообще. Теперь вон там вот мои документы. Ну, в общем, тут здание. Это все раньше была комендатура.
И там кто спрашивал, девочки, там одна женщина писала даже, обижалась на меня, говорила, сколько я просила показать, так вы не показали это здание, все у меня спрашивала она. Вот я теперь иду в этот двор. Здесь, конечно, все запустили очень сильно. Здесь, когда только выстроили, вообще классно было. Где-то тут в районе был магазин, такой ларек стоял. И там женщина работала с Моздока, Люба. Такой хороший товар у нее, вроде бы как бы был как вагончик, да. Ну, хороший товар там у нее бывал в этом магазине. И особо таких базаров не было, как сейчас. Ну, разновидностей разных. А вот у нее бывало все. Ой, как здесь все постарело вообще. Это все выстроено было. Ну, вот это была наша огромная столовая. Сколько я здесь работала. Моберкте Меттиклар. Вот именно прибыльная работа была. Зарплату хорошую платили. И тогда я мебель первую купила свою на заработанные здесь деньги. Вот эти два здания, общежития. Это лесная школа здесь раньше была. Интернат, кто просил. Теперь здесь начальник казначейства Чеченской Республики. Вот это раньше все была лесная школа, интернаты. Смотрите, кто просил показать. Специально пришла вам показать это все. А вот это столовая наша. Если вы знали, как здесь раньше было красиво. Она была с нуля построена, представьте, после войны, после бомбежек, после всего этого. До чего здесь было красиво. Здесь везде цветы были посажены. Огромнейшая эта столовая. Там вот эти вот котлы. Каждая комната для разделки мяса. Вот эти вот где окна, это каждая комната, где разделка мяса. Где комната, именно где мы с рыбой работали. Комната салатов. Комната, где чистка овощей. Все плиткой было выложено. Вот это порог, все настолько было красиво. Вы знаете, честно, мне плакать хочется. Вот честно. Хотите, верьте, хотите, нет. Когда чего хорошая была работа. Вот именно ты на работу шел, как на праздник. Сколько раз по этим ступенькам я поднималась. Выходила, когда жарко было, немножко посидеть вот тут на ступеньке. Как сейчас все разбомбили, ну, все постарело. А почему не откроют здесь что-нибудь, ресторан большой, так бы и свадьбы делали, может быть, бы люди. Ой, сколько я здесь, да можно я здесь присяду, ностальгия. Сколько раз я здесь сидела, выходила отдохнуть. Да. Находясь в Ведено, я здесь не была очень-очень много лет. У меня дети маленькие были, когда я здесь работала. Уже детям, вот Анжеле будет 21, Висхану 19. Находясь здесь, я здесь не была много лет. Вот эти вот здания, видите, как они все было новое. Ну вот представьте, здесь никто не живет, и когда много лет не живут, не пользуются, то все, конечно же, быстро стареет. Или можно было бы эти квартиры возобновить, в смысле отремонтировать, и людям бы и жилье, может, кому жить негде. Ну, вообще столько вариантов, я не знаю, почему так все стоит запущено. С этой столовой можно было такой ресторан сделать, вообще свадьбы делать, чтобы люди в Грозный не ездили. Смотрите, какая она огромная. Обделать внутри, и внутри все залы большие даже. Там у нас была отдельная офицерская столовая, отдельная солдатская столовая. Огромнейшие здания были. То здесь висела вывеска, что столовая, офицерская столовая. Да, я бы, конечно же, если бы я на месте властей, я бы это сделала. Я бы крутейший ресторан тут сделала. А вот тут тоже можно было по гостинице сделать. Может, кто люди приехали отдыхать. Приезжают туристы много. И на казино едут. Можно было сделать тут такое гостиницу что-нибудь, чтобы вот ресторан там какие-то, ну, дополнительные. Я не знаю вообще. Ностальгия такая. До слез, честное слово.
Света у нас здесь была, начальница столовой Света, Светлана Витальевна. Я только не знаю, где она сейчас. Она сама вроде бы была с Буйнакска. Если, может быть, она увидит мои видео когда-нибудь, в Ютубе меня увидит. Света, напиши, пожалуйста, мне к тебе есть большое дело. Кое-какие вопросы нужно обсудить. И не только у меня, и девочки здесь, мы чеченки, все, кто работали здесь, в этой столовой. У нас у всех к тебе есть дело большое, Света. И Мадина спрашивала, и Малика спрашивала. Здесь у нас много работало. И повара, и раздатчицы, и кто полы мыл, уборщицы. Ну, посуду мыли, мы не мыли, посуду мыли солдаты. София с Исханом уже с магазина идут. А, ты где была? Окенгайер? А. Ты там что купила? Палочки? Да. Молодец. Была. Ты что, была? Я там снимала видео немножко. Теперь отсюда как пойти, чтобы там вниз к речке спуститься? Пойдем. Пойдем. Ты дальше нас? Ага. Молодец. А это столовая с другой стороны. Это мы уже идем вниз. Сейчас с тех ворот выйдем. Называется «Грозовые ворота». Здесь, кстати, когда-то фильм снимали. Ой, цветочек, да, красивый? Да. Сорви цветочек, бери, понюхай. Пахнет? О, Белера. Да. Поцеловала, да? Да. Скажи привет всем, здравствуйте всем. Здравствуйте всем. Что делаете, скажи? Что-то делаете? Куда? Тут была, а тут домик. Как все постарело, девочки, друзья. Когда, да, здесь я работала, так тут такой порядок был. Вот там вот у нас медпункт был. Вот это все огромнейшая столовая. Я говорю, если бы я была на месте властей, честно, я бы сделала здесь отличный ресторан. Ну, здание уже готовое стоит. Сверху, внутри обделать, сколько свадеб люди бы делали. Огромнейший ресторан можно было бы сделать. И там и магазины при ресторане, там, да, вот в город едут люди отмечать. Вот здесь можно было бы сделать ресторан капитальный. Да. Много лет прошло с тех пор. Здесь тоже были казармы. Смотрите, как все. Все это самое. Как будто война прошла. Почему не восстанавливают, не знаю. Здесь много лет не было. Ну вот здесь вот пост был главный. КПП пост. Нога болит? Устала идти, да? Ничего страшного, да? Ничего страшного. Здесь вот был КПП, большой пост. Ну, да. Сколько лет прошло, сколько прошло лет. Ай, не беги туда, не беги. Смотрите, какая красота. Да, правда красота. Туннель это? Здесь же можно спуститься вниз? Вот ясно. Давай пойдем там. Пойдем. Речка, смотрите, речки какие красивые. Мама. Цветы как пахнут. Смотри, Висхан, держи ее за руку. Шумит речка, слышите как? Сходся, говорит он.
Вот он. О, Виви сок дал, да? Молол сок, молол. Бабушка говорила, панамку, что-нибудь на голову или косынку. А здесь солнышка нету, здесь хорошо. Да, Ляг? Булка. Сестра Хадижа называет ее булка. Батон такая, булочка. Булочка? Ага. Наташа говорит булка? Таташа говорит булка? Таташа? Ага. Ой, Вишан, смотри, что она. Ты любишь Наташу? А Гаяку любишь? А Сюсика любишь? Смотрите, друзья, какая красота. Речки шумят. Давай спустимся вниз. Вы только держи ее за руку. А это что ты говоришь, Анжел? А, тоннель. Я-то мало об этом чего знаю, но бывает под моими видео многие, кто знает даже историю, все, что раньше было, то у них много чего будет рассказать. Но мне особо в это вникать некогда было. Хотя много чего слышала, но забыла. Вообще проведено много чего интересного. Вообще тут столько историй. И я начну в это вникать, начну читать книги, чтобы вам рассказывать, потому что это давно существует это село, и история у него очень интересная. Здесь всегда и бои были, и все такое происходило здесь, в горах всегда. Вот. Но здесь очень трудолюбивые люди, здесь люди всегда чем-то занимаются, несмотря на то, что войны были и всякое разное происходило. Прям в спуск идем сейчас, тут крутые подъемы. Ой, как ромашки прям пахнут, вообще классно, цветочки. Да, я цветочки понюхаю. Понюхай? Да, я цветочки понюхаю. Ой, красота. Вот это туннель, Висхан говорит. А кто знает про эту туннель, напишите. Здесь же тоже по-любому с ним связана история. Причем красивая история, я уверена. Ну, в Ведено я уже живу 22 года. Я приехала сюда, мне было 16 лет. И все это детство, половину детства прошло на Украине у бабушки с дедушкой. То для меня это сейчас моя родина больше даже, чем там, где я родилась. Потому что сколько лет. И именно сознательная жизнь. А как можно к речке спуститься, так? Там как много машин. Видите, как речка. Держи ее, Висхан, держи. Ту обезьянку. Ой, красота, вот так вот, друзья, сесть, шашлычок. Хотя мы часто бывали здесь. Но вот в последнее время, как казино открыли, вот озеро, как-то сюда ездим больше. На озеро там. А вот в этих местах я давно не была. Вот шиповник дикий. Можно будет прийти сюда, собрать шиповник. Как он цветет. Да. Нужно будет прийти. Иди потихоньку, иди. Иди ровно по дорожке, под ножки смотри, иди. Убежать? Не, бежать не надо, просто тихо иди. Ой, ты цветочки нарвала, да? А ты бабушке подаришь цветочки? Бабушке дашь цветочки? Да. Дома бабушка, ты скажешь, бабушка, я тебе цветочки принесла, скажешь? Баба, вместо я цветочки не села. Угу. Ну, домой приди. Баба? Домой придем, бабушке дашь, она там вещи шьет тебе, кукле. Кухни. А ты эти... А ты надо еще нарвать цветочков, да? Их много, вон, смотри, сколько много. Глянь, вон еще цветочки. Тихо, я сама. Давай я тебе сорву. С корнем прям. Держится. Оборви корень, да, ей? А я цветочки не села. Смотри, сколько цветочков. Рви еще. Вот, видишь, много цветочков. Понесешь. Дай. Понесешь бабушкин хасетер, да?
такие места здесь интересные, знаете. Я говорю, живем в такой природе, и как бы давно я не была здесь. Некогда, вы знаете, выходить. Вот сейчас то, что канал открыла, и выхожу то туда снять. И вот шиповник. Нужно будет прийти сюда потом, насобирать шиповника. Красота какая. Посмотрите. Аккуратно все иду, чтобы телефон не шатался. Уже базар у нас открыли, Беркат, то отделение, где телефоны. Может, там закажу себе телефон, привезут мне хороший. Ой, Исхан, держи за руку ее. Очень много этого шиповника дикого растет здесь. И травы. Эти травы тоже много полезных здесь. А многие такие, которые я и не знаю даже. А пахнет каждая трава по-своему. Интересно, здесь растет, может, где-нибудь это земляника. То, что в горах она растет, это точно. А вот в таких вот местах. Дом? Дом. Высоко-высоко, да? Ой, тихо иди. Тихо иди, не падай. Еще дом, еще, смотрите, Софишка показывает, еще дом. Сейчас на речку пойдем, там речка, ты будешь камушки кидать в речку? Да. А вот, смотрите, здесь тоже раньше были много речек, вот много воды убавилось. Вот это вот камни, все, тут тоже речки текли. Здесь раньше все это было очень много воды. Намного речки почему-то уменьшились. Смотри, не упади. Виви, за ручку держи, Виви. Вот это тут все были речки раньше. Вот тоже, смотрите, сколько много шиповника, друзья. Я даже не знала, что он тут есть. Прям уже назревает он. Смотрите, какие камушки, какая здесь красота. Ой, какая красивая речка. Как здесь красиво, друзья. Если бы вы только знали, какой покой. Просто душа отдыхает. Вот там дом виднеется. Помните, я с парка вам показывала, его было видно хорошо. Приехали? Ой! Какой воды много. А что, кусалка? А я буду... Открой ей палочку что-нибудь, да? А я буду кусалка. Ой, какая чистая вода. Тут вот так вот раньше стирали ковры. Вот так на камни ложили, на ровное место. Ведрами намочим, а потом прям туда ложили ковер, и вода смывала грязную воду вот так. Она же обновляется, вода постоянно. Она вот это с гор течет. Вот это чистая вода. Мам. Туда иди, чуть походи. Давай сюда. Дай мне одну. Спасибо. Здесь можно часами сидеть. Где тебя? Пикет, где? Где Вивики Пикет, где?
сумке. Сумки? Угу. Где? Это с тобой сумка? Так, принести покушать, да, что-нибудь, костер разжечь. Посидеть здесь. Что еще надо, скажите? Ничего. Запекти мясо, разжечь костер, картошки. Около речки, когда жарко. И море не надо. Зачем море? Такая красота, чистая вода, без всякой грязи. А то вот там море, кто только не купается, разные, ой. Вот это самое лучшее море. А есть же речки, где еще много больше воды. Это мы сюда пришли. Есть же прям большие. И знаете, так вот приезжают трактора, ковшем делают, разгребают камни, что поток речки становится больше. Прям как море становится, прям огромный поток. Да? Вот есть там речка бежит, там речка. Они как-то это все делают, что это становится одна общая, и прям там много воды. И дети, вот это когда жара, купаются. Ну, представьте, горная чистая река. Ну, какая же она полезная. И вот так вот босиком походить полезно даже. Правильно? Для ног. От плоскостопия, да и вообще. Я мокрая. А ты будешь там купаться? Куп-куп? Да. Будешь купаться? Ага. Ну, водичка пока холодная. Потом, когда будет уже жарко, где-то в июле вот так вот придем. А ты что, снег приехала? А? Снег... Снег приехала. Растаял, хочешь сказать. Снег... Растаял, да. Снежок растаял, и теперь водичка. Ты холодно? Снег приехал, говорит. Не может выразить свои чувства. Не ходи там, водичка. Видишь, какая водичка хорошая. Чистая-чистая водичка. Да. Попробуем. Да. Какой? Там ты рассыпала. Садись. Садись и сиди. Ой, друзья. Красота. Слов нет. Ничего страшного. Ничего. Птички покушают. Птички прилетят и покушают. Ничего страшного. Пусть кушают птички, да. Пусть они покушают. Только не ходи ножками по ним. Птички прилетят и скушают, ладно? Да, хорошо. Скажи всем привет, друзья. Девочки, всем привет. Скажи, Катя, привет. Катя, привет. Для кусаться и маска, и кусалка. И воды косло, а я купаюсь. Катя, ты слышишь, сколько тебе заказов поступает? Ты уже наша. Катя в гости приедет к нам, да? И мы с ней сюда приедем отдыхать. Шашлык пожарим, да? Да. А Катя это моя родственница. Тоже собирается приехать в гости. Очень любит она Софишку. Столько подарочков ей отправляет всегда. Кидай камушки, кидай, ляг. Кидай камушки. Штаны вымазала свои лосины. Кидай камушки, кидай. Ура! Ура! Настя, Настя, мой дом приходит Настя, Настя, Настя. Так. Настя, Настя, мой дом приходит Настя. Спой. Раз, два, пять.
Люди в доме живут, да? Представьте, какая красота. Хотя нам всем тут везет, мы все в этой красоте живем. Ну тут прям вообще речка рядом, да? Вообще никуда ехать не надо. И идти даже. Вышел и все. Друзья, я хотела вам сказать, знаете еще, что еще? Задавайте вопросы, пишите, что вас интересует, что бы вы хотели, чтобы я показала. Мне так проще будет, интереснее вам. Многие показывают, киса уже пишут, готовка уже надоела, она и дома надоедает. Показываю больше природу нам, Софишку, вот. Нам такое интересно. Поэтому я же, конечно же, у меня в планах есть показать всю природу Чеченской Республики, все достопримечательности, красивые места. Даст Аллах, везде побываем, это все уже откроет полностью, дороги, все. Софичка, не ходи туда. Ну, может быть, вы хотели что-то еще увидеть. Вот за лесную школу сегодня показала, где раньше интернат был. Ну, потом, конечно, это была комендатура. Так обижались даже. Киса, столько раз мы тебя просили, ты никак не покажешь. Мы там в детстве учились, это ностальгия большая, столько лет введено не были. А просто, знаете, некогда, не доходили руки до этого. Ну вот сегодня выбралась и пришла снять, показать вам. Такие вот дела. А семечки? Друзья, ну ладно. Мы сейчас по пачке семечек приговорим и пойдем уже домой. Ой, ты не тяжелый этот камушек? Не тяжело? Ой, ой! Ура, 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 ура! Ух, друзья, мы уже идем домой. Да. Устали, да, немножко остановились отдохнуть. Да. Туда спускались, было хорошо. А назад вот так вот подниматься, вот так вот отсюда, вот так вот вверх. Давай гоним камень, вот так, синий. Давай гоним вот там. Да. Смотрите, какая красота. До гор рукой поднять, кажется. А пока туда дойдешь. Софишка, хаздари куза? Что это упала игрушка? А? Что это упала вот там дерево, а то упала игрушки? Игрушки? Да, кто это упал? Сейчас нужно нам, сейчас уже время почти 2 часа. Нужно на почту зайти, поэтому немного время коротаем. Чтобы почта уже открылась, чтобы зайти, нужно посмотреть, там письмо должно прийти. Красота. Да, красота. Бухмайла. Ты что, это лопаточка? Угу. Ну, можно большой, да, большой, хочу новый большой. Кого? Нельзя! Да, видишь, можно большой. Дай сумку сюда. Ну-ка. Хаба! На, это нужно избе как-то. Будет вечер. Ну вот такая красота. Птички поют, все зелень. Красота прям неестественная. Как будто на картинке кажется. А это все красота Аллаха. Все красоту. Каждый листочек. Все с его силой сделано. Какая красота. Алхамдулиллах. Ой, 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 ой. Я капель. А? Я Да. вижу. Давай, давай. Настя, Настя, мой дом приходит Настя, Настя, Настя. Ляг, ляг. Давай. Ди-да-ри-да-ри-да-да, ди-да-да-ри-да. Папа,
А, лезгинку танцевать только в платье надо ж, да? Ну, да, давай без платья один раз, давай. Ди-да-ри-да-ри-да-да. У меня забыла платье, это забыла. А без платья нельзя танцевать, да? Да надо. Ну, платье же дома. А как одеть тут? Так, потанцуй, так тоже красиво. Так я и красивая. Давай, ди-да-ри-да-ри-да-да. Я и красивая. Ты ж красивая всегда. Я и красивая, смотрите. Да, я хочу. Ну, давай, иди сюда. Давай тогда, Настя, Настя, в мой дом приходит Настя. Дай платье туда. Ну, платьечко же дома же ведь. А дай сюда. Дай сюда сумка. Там в сумке же нету платьечка. Он-ка быстро положил. А ну-ка, быстро положи. Сама положил. Мы в следующий раз, когда придем, возьмем платье, ладно? А вот такое цветы. Цветы, Да, которые бабушка купила. да, Оно красивое, пышное, да? да. Ну, хорошо. А сюда давай. Ну, ладно, пойдем до бабушки домой, пойдем.